История знает многих чеченцев, которые прославились на весь мир. Мы знаем, что в XIX веке освободительная война в Чечне и в Дагестане выявили очень многих выдающихся военных деятелей, которые оставили след в истории, мировой истории. Но факт и история первого президента Чечни, Ичкерии, Джохара Дудаева, я думаю, что заслуживает особенное внимание, потому что Джохар Дудаев – это человек, который создал целую эпоху в жизни Кавказа, Чечни, да и всего истории человечества. Человек, который, как сам мне рассказывал, готовился в течение многих лет для того, чтобы освободить свой народ и свою Чечню от российского ига. Когда я с ним познакомился, это было конец 1990 года, после августовских дней. Это было в Грозном. Тогда Джохар Дудаев возглавлял Чеченский конгресс. И человек создал новое движение свободы. Он мне рассказывал, будучи студентом, физиком, он изменил свое решение, передумал и решил стать военным деятелем. Начиная с нуля, с рядового, он стал генералом. И настоящим генералом, можно сказать. Когда он вернулся и начал свою деятельность в Чечне, все начиналось с нуля, потому что советская система особенно жестоко существовала в Чечено-Ингушетии, тогдашней в Чечено-Ингушетии. Мы знаем годы переселения чеченцев-ингушей, геноцид чеченского народа в 19-м, начале 20-м и 40-х годов, депортация чеченского народа. И, конечно же, после репатриации та же система в Чечне работала мощнее, чем где-нибудь в других местах Советского Союза. И вот как раз в эту Чечню возвращается человек своими намерениями и новым мировоззрением построить новое чеченское свободное общество, чеченскую независимость. И это делается там, где не было никакого движения в области освободительного смысла. Его первые шаги были, конечно же, связаны с Грузией. И когда я с моими чеченскими и особенно ингушскими друзьями познакомился с Дудаевым, первое, что он сделал, он пригласил меня к себе домой. Нет, не домой, потому что у него не было дома в Грозном. Он жил у своего брата, имя которого было Муса Дудаев. И в этом доме на улице Шекспира мы встретились первый раз и говорили очень долго обо всем и особенности о начале его деятельности. Почему он стал военным человеком? Действительно, он был военным, настоящим военным человеком и всегда заслуживал особое внимание как военный человек и как честный человек.
Человек, который никогда не забывал о своей военной чести, в том числе. Мы знаем Первую чеченскую войну, когда оккупационная российская мощь воевал против маленькой Чечни. И в это время не было ни одного недостойного поступка со стороны чеченцев. Могу вспомнить, когда на воздухе Джохар Дудаев, его армия, проиграла войну с русскими, то первым долгом, что сделал Джохар Дудаев, это было поздравление. Поздравляю с победой. Встретимся на земле. Вот и состоялась встреча на земле, когда все думали, что после российского наступления вновь формировавшаяся чеченская армия будет бессильна против такой махины смерти, как российская имперская армия, которая умеет только уничтожать, но не воевать по правилам войны и с достоинством. И это все происходило перед нашими глазами, да порой и перед моими глазами, потому что я сам участвовал во многих встречах с Дудаевым, когда также первый президент Грузии Звят Гамсахурдия, по его поручению, я ездил в Грозный, и мы очень долго рассказывали. Могу говорить о Джохаре Дудаеве, потому что этот человек был не только военным, не только прославленным чеченцем, но и великим гуманистом и мыслителем. Может быть, не все знают, что у Джохара Дудаева была свое мнение, своя позиция, научное мнение, точка зрения о происхождении мира и человечества вообще. И когда я старался с ним разговаривать и задавать вопросы о чеченском движении, проблематике, о переговорах, планах и так далее, вдруг он начинал о своем, как произошел мир, наша планета и жизнь на планете. Представляете, человек, которому не давали ночью спать, в это же время занимался деятельностью, научной деятельностью. В то же время мы все знаем, что это был выдающийся личность спортивного толка, вот, настоящим спортивным человеком. Умел достижения разных видах боев и так далее. Но никогда он лично не показывал это все и никогда не подчеркивал свое преимущество в этом плане. Очень справедливый человек. Справедливый даже с теми, которые с ними поступали, можно сказать, которые с ними поступали иногда даже подло. Вот мы знаем историю так называемой чеченской оппозиции, когда он объяснял, нельзя терять все, потому что они перешагали моральный кодекс чеченского народа. И вот как раз он в переговорах, когда кое-кто появлялся с ними, предлагал быть честным и достойным. Но какие могут люди честными и достойными, которые выступали против человека, который освободил Чечню, сделал невозможное. Это тот человек,
который сломал мифологию о том, что с российской армией нельзя воевать. Они все думали, что только что появление российской армии сделает мощный психологический удар по чеченским войнам. Но так не случилось. Но я помню, какова была первая реакция Джохара Дудаева, когда была первая стычка между русскими и чеченцами. Никто не видел, никто не размышлял и не догадывался. Он сам нервничал. Состоится ли война? И первая его реакция была: получилось. А что получилось? Чеченцы дали отпор достойно, как и ожидалось. Но оказывается, сам Дудаев очень многого думал и по большому счету нервничал. Будет ли настоящее сопротивление? Потому что мы знали до этого, что было у нас на Кавказе и в других местах Молдавии, допустим, Советского Союза, когда военным путем никто не мог сопротивляться с русскими. Это было первое военное сопротивление. Он не радовался тому, что была война. Многие утверждают, что он политик войны. Нет, на самом деле этого человек, Джохар Дудаев, был великим гуманистом и мирным человеком. Почему? Потому что мы должны вспоминать в переговорах с Российской Федерацией, что он предлагал. Конечно, он боролся, и он был первым свободным чеченцем, первым свободным чеченским президентом. Но как он пришел к власти? Путем выборов. Он был демократически избранный президент. Между прочим, я сам с многими, с моими коллегами из Грузии и из тогдашней России принимали участие как наблюдатели в этих выборах. Он получил абсолютное большинство, больше, чем 90%. Не было никаких искажений. Это была воля чеченского народа, многострадального чеченского достойного народа, который выбрал своего достойного предводителя Джохара Дудаева. Почему он был миролюбивым человеком? Потому что, имея чеченскую свободу, независимую Чечню, он предлагал создать единую оборону. То есть Джохар Дудаев, будучи чеченским президентом, фиксировал свою позицию быть в единой оборонной зоне с Россией. То есть в этом смысле он никуда не уходил. Он давал шанс и возможность для переговоров. Еще один вопрос. Когда ничего переговоры не принесли, и российские танки пошли и перешагнув чеченскую границу, когда они были уже в Грозном, никто не нападал, все удивлялись. Наверное, чеченцы сбежали, все думали. Нет, на самом деле случилось совсем другое. Вся российская армия оказалась в окружении чеченцев, которые их просто арестовали. И весь мир помнит, и мы все тоже видели, как российские солдаты находились у дворца
президента Чеченской Республики. И как потом матери этих российских солдат приезжали к Джохару Дудаеву и освобождали, как Джохар Дудаев обратно вместе с матерями отправлял этих новобранцев или офицеров российской армии. Один раз помню, даже Жириновский похвастался: я взял больше всех, 150 военных у Дудаева, а вы туда ехать не можете. Между прочим, Жириновский был и до этого в Чечне. Ну, он, как всегда, не сдерживал свое слово. И, как всегда, это все было клоунада, из серии клоунада. Но он был там. И что главное, и с этим, наверное, и закончу, что Джохар Дудаев сделал не только для Чечни, но и для всего Кавказа. И дал пример, как можно быть другом, верным соратником. В этом плане мы все помним и знаем, когда после путча первоизбранный президент Грузии Зviad Gamsakhurdия оказался в Армении, единственный политик, который сделал все возможное и невозможное, был Джохар Дудаев. Он начал переговоры с армянским президентом, и все кончилось тем, что семья Зviada Gamsakhurdия, его близкое окружение, оказались в Грозном. Зviad Константинович Gamsakhurdия там оставался в течение 2 года, в 92-м и 93-м годах. И в жизни, и после смерти Зviada Gamsakhurdия Джохар Дудаев сделал больше всех. И когда шли похороны Зviada Gamsakhurdия, он также сказал: лучше всех. Я потерял больше всех видного учителя, верного друга и соратника Зviada Gamsakhurdия. Действительно, он так думал. Действительно, очень многого он хотел делать. И в том же году, когда мы с ним познакомились, в 90-м, в конце 90-го года, после выборов в Грузии, где выиграл круглый стол «Свободная Грузия», политический блок Зviada Gamsakhurdия, Джохар Дудаев появился в Грузии. А он появился, многие не знают, я сейчас должен это сказать, может быть, и первый раз, наверное, через Абхазию. И когда ему предлагали наши абхазские друзья оставаться в Сухуми, ответ был таким: Сухуми через Тбилиси. И он поехал в Тбилиси и встретился с Зviadом Gamsakhurdия. И с этого дня, после переговоров, все и началось. Началось и кончилось это все, конечно, очень трагически для грузин и для чеченцев, к сожалению. Но все начиналось очень хорошо. Я думаю, что с этого надо и сегодня продолжать. Уже не начинать, а продолжать. Продолжение следует, исходя из того, что у нас есть великий пример. Пример сотрудничества и уважения между личностями Зviada Gamsakhurdия с Джохаром Дудаевым и между народами, с чеченским
и грузинским народами. Уникальная природа Джохара Дудаева, уникальность его появления в то время заключается в том, что никто не ожидал формирования личности такого масштаба и такого размаха одновременно, будучи, как я много раз сказал, гуманистом. Он сделал все. И нельзя забывать его последние слова, когда его убили, все равно он успел сказать главное. Начатое не дело надо довести до конца. То есть не останавливаться.